Эта победа была завоевана благодаря бесстрашным воинам-защитникам Отечества. В преддверии Дня Победы мы вспоминаем героев 40-х. Один из них – защитник Сталинграда, старшина Бати Асканов. Во время боевых действий он получил 3 ранения. О том, каким запомнил его старший сын, узнавала Зарема Ивлоева. Мало кто из жителей Ингушетии не знает или хотя бы раз не видел Аслана Асканова. Мужчина – активный общественный деятель и внимание к себе привлекает не только красивой седой бородой и мудрой речью, но и национальным костюмом, который уже давно стал его визитной карточкой. В преддверии 9 мая Асканов торопится в музей. Здесь, в числе ветеранов Великой Отечественной, уже много лет почетное место занимает фотография отца Аслана – Бати Асканова. Он пошел на фронт, и как началась война, где он 41-го года, до 42-го года он воевал. Был трижды контужен, бой когда шли, когда бомбы бросали. Вот тогда даже 3 раза его волной засыпало, его откапывали, с ним, которые были. С 1938 года Бати Асканов работал в военкомате вместе с основателем Ингушского краеведческого музея Туганом Мальсаговым. На фронт Асканов ушел через несколько лет. Он защищал такие города, как Сталинград, Севастополь и Керчь. Из-за тяжелых ранений был демобилизирован. Более детальной информации о том, в каких сражениях участвовал и при каких обстоятельствах получил ранения, старшина Асканов нет. Сейчас старший сын ветерана Аслан жалеет о том, что мало времени проводил с отцом и мало знает о его боевом прошлом. Бати Асканов родился в 1914 году. Он воевал в составе 666-го стрелкового полка 116-й стрелковой дивизии. Он очень смело сражался. Есть информация, что были награды у него, но он с войны ничего с собой не привез. В дальнейшем родственникам тоже не удалось ничего узнать о наградах. Человеку, вернувшемуся из фронта с многочисленными ранениями, которые закрепили за ним статус инвалида 2-й группы, было уже не до орденов и медалей. Ветеран не любил рассказывать о войне. И в анкете Бати Асканова не так много страниц и всего 1 снимок. Провожая каждого из 8 сыновей в армию, Бати Асканов велел оставаться мужественными и, если нужно, отдать жизнь за честь и справедливость. Теперь его сын Аслан Асканов, который с 2003 года состоит на службе в Федерации Союза казаков, каждый год провожает десятки призывников и дает им самый главный совет в жизни. Есть такая профессия – защищать свою родину. В родном селе ветерана Плиева в школьном музее хранятся его юбилейные медали. В этом зале боевой славы за 18 лет о войне узнало не одно поколение учеников. Всего из села Плиева на фронт ушло около 160 человек. Мы посетителям нашего зала говорим, что если человек прибыл на фронт с оружием в руках и защищал свою родину всего несколько дней, то он герой. Потому что это очень сложно, наверное, понимая, что тебя может в следующую минуту уже не быть, вспоминая своих родных, близких, которые остались где-то далеко дома, защищать родину. Не стало Бати Асканова в 1985 году. Он вместе с сыном попал в автокатастрофу. Ветеран Великой Отечественной похоронен в Бишкеке. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24.